Добрый вечер всем. Labvakar visiem! И мы сегодня продолжаем учиться, Mēs šovakar turpinām mācīties, как каждый раз, каждый день мы учимся у нашего Господа. kā katru reizi, katru dienu mēs mācāmies no mūsu Dieva. И сегодняшняя наша встреча, она будет посвящена особенной теме. Un šodien mūsu tikšanās būs veltīta īpašai tēmai. Мы уже говорили с вами о тайной комнате, Mēs о jau, прославлении, поклонении. mēs jau runājām par šo slēpto kambari, par slavēšanu, pielūgsmi. И это все начало общения с Господом. Bet tas ir viss sākums, lai mēs komunicētu ar Dievu. И для того, чтобы мы пошли дальше, Un tam, lai mēs ietu tālāk, чтобы научиться стоять в сражении, lai stāvētu šajā cīņā, это ходатайственная молитва, молитва прошения, Tā ir это молитва за исцеление. tā ir iestāšanās lūkšana, tā ir šī dziedināšanas lūkšana. И чтобы мы научились там стоять, Un lai mēs iemācītos tur stāvēt, сегодняшний урок, он будет о том, как нам лично обороняться. šodienas tēma būs par to, kā mums personīgi apbruņoties. Иисус, Он есть победитель. Jēzus ir uzvarētājs. Да и аминь. Jā un āmen. Но, к сожалению, иногда мы не даем Ему побеждать в наших жизнях, Bet, diemžēl, dažreiz mēs neļaujam dot viņam uzvarēt mūsu dzīvēs, уступая место Его врагу. dodot vietu viņa ienaidniekam. И все, что мы будем сегодня говорить, Un viss, par ko mēs šodien runāsim, это будет скорее практические шаги к тому, как мы можем противостоять силам тьмы. tie drīzāk būs tādi praktiski soļi, kā mēs varam stāvēt pretī tumsas spēkiem. То есть научиться в себе давать место Господу противостать вместе с нами. Lai iemācītos to, lai Dievs tā kā kopā ar mums stāvētu pretī šiem spēkiem. И этот урок, когда я училась в школе молитвы, Tad, kad es mācījos lūkšanas skolā, очень мне дал направление, как начинать научиться стоять. deva man šo virzību, lai iemācītos, kā stāvēt. Это не значит, что уже все пройдено и все очень супер и прекрасно. Tas nenozīmē to, ka jau viss ir tā kā iziets un viss ir super un kārtībā. Все в процессе. Viss ir procesā. И начинаем. Tad sākam. Дело в том, что личная, оборонительная, духовная война каждому необходима. Katram ir nepieciešama šī garīgā cīņa un apbruņoties šai cīņai. Да, и речь идет о детях Божьих. Un runa iet par Dieva bērniem. Да, мы освобождены в Иисусе, мы свободны. Jā, mēs esam brīvi Jēzu Kristu. Но, как мы уже знаем, что мы в нем получаем с каждым разом все больше и больше свободы. Un viņā ar katru reizi mēs saņemam vien vairāk un vairāk brīvības. Знаете, да, то, что территории нашей души, они еще не совсем уступлены Господу. Un mēs zinām to, ka viss mūsu dvēsele nav tā kā pieejama Dievam pilnībā. И работа Божья с нами продолжается. Un Dieva darbs ar mums turpinās. Если мы говорим «да» свету, свет приходит в Господе. Ja mēs sakam jā gaismai, tad gaisma atnāk Dievā. Если мы где-то запираем в своей душе, не пускаем туда, там еще тьма. Bet, ja kaut kur mēs savā dvēselē nelaižam šo gaismu, tad tur ir tumsa. Но дьявол, он не только вот пытается вместе, ну как остаться, да, вот его народу пытаются остаться. Un ir tā, ka он пытается остаться. Да. Tad Sātans viņš cenšas palikt. Хочет остаться. Viņš grib palikt.
но он еще хочет обратно получить то, что у него забрали. Un viņš vēl atpakaļ grib savākt to, ko viņam atņēma. То ворованное, что было у него. To zakto, kas bija viņam. И когда мы думаем, какова же цель дьявола, самое главное, Un tad, kad mēs domājam, kāds ir šī sātana galvenais mērķis, конечно, может показаться, что этот урок мы очень много будем говорить о делах дьявола. un varētu šķist, ka šajā tēmā mēs ļoti daudz runāsim par vēlna darbiem. Но мы будем говорить о славе Божьей, как побеждать его. Bet mēs runāsim par Dieva slavu, kā uzvarēt viņu. И цель дьявола в первую очередь отлучить Дитя Божие от его Создателя. Un vēlna mērķis, primārais mērķis ir atdalīt Dievu bērnu no Dieva. Какова же наша часть в этом сражении? Kāda ir mūsu daļa šajā cīņā? Вот об этом мы будем сегодня дальше и дальше идти. Un par šo mēs šodien iesim tālāk un tālāk. И, скорее всего, это занятие мы поделим на 2 части. Сегодня будет первая, потом вторая. Un visticamāk, ka šo tēmu mēs dalīsim 2 daļās. Šodien būs pirmā daļa, un pēc tam būs otrā. Итак, наша часть. Tad mūsu daļa. Что мы можем делать? Ko mēs varam darīt? В первую очередь прийти к пониманию, Pirmām kārtām atnākt pie sapratnes, что духовная война после того, как мы сказали Иисусу «да», она здесь на земле не прекращается. Tad, kad mēs pateicām Jēzum, jā, šī garīgā cīņa šeit uz zemes nebeidzās. И битва эта не заканчивается. Un šī cīņa nebeidzas. И мы стоим всегда на страже. Un mēs vienmēr stāvam sardzē. И можно иногда слышать среди христиан, Un dažreiz starp kristiešiem var dzirdēt, я ухожу в духовный отпуск. es aizēju garīgajā atvaļinājumā. То есть я, может быть, куда-то могу уехать, Es kaut kur varu aizbraukt, отложить молитву, nolikt malā lūkšanu, Библию не читать, не трудиться, просто отдыхать. nelasīt Bībeli, vienkārši atpūsties. Так не получится. Tā nesanāks. Будет за этим поражение. Būs sakāve. И это не значит, что мы должны всегда быть в напряжении. Tas nenozīmē, ka mums vienmēr jābūt tādā saspringumā. Господь учит нас побеждать в свободе. Dievs māca mums uzvarēt brīvībā. И в отличие от нас, к сожалению, Bet atšķirībā no mums, diemžēl, сатана, он постоянен в своих действиях. Sātans ir patstāvīgs savos darbos. Мы, к сожалению, не постоянны. Mēs, diemžēl, neesam tik patstāvīgi. Что нам нужно? Kas mums ir vajadzīgs? В первую очередь бдительность. Pirmām kārtām bdiķeļность. Бдительность – это постоянно быть внимательным. Tad mums jābūt ir uzmanīgiem, patstāvīgi uzmanīgiem. 2 крайности в мышлении есть. Ir 2 galējības domāšanā. Что постоянно надо быть в напряге, Visu laiku ir jābūt saspringtam, а с другой стороны, что зачем мы будем говорить о дьяволе, если Иисус все победил? bet otra ir, kāpēc mums ir jārunā par sātanu, ja jau Jēzus visu ir uzvarējis. Как будто его не существует уже. It kā viņš neeksistētu vairāk. Но будем понимать, что дьявол, он приговорен, но окончательный приговор еще не исполнен. Ir jāsaprot, ka sātanam ir šis tiesas spriedums, bet šī tiesa vēl nav izpildīta. Он как разжалованный генерал армии, Viņš ir сняты kā, погоны с него. viņš ir kā armijas ģenerālis, kuram ir noņemti šie uzpleči, Ходит и обманывает тех, кто об этом еще не знает. iet un apmāna tos, kuri vēl par to nezina. Поэтому нам надо быть внимательными. Tāpēc mums ir jābūt uzmanīgiem. Второе, то, что нужно, это готовность. Otrs, kas mums ir vajadzīgs, tā ir būt gatavībā. Это не тревога,
Tā nav trauksme, это сохранение спокойствия, tā ir miera saglabāšana. сохранение спокойствия. Miera saglabāšana. Когда мы знаем, что мы идем в сражение, а в сердце у нас радость и мир совершенный, который от Господа, Tad, kad mēs ejam šajā uzbrukumā, bet sirdī mums ir tāds pilnīgs miers, kas ir no Dieva, это уже духовная зрелость тогда, когда мы перестаем тревожиться. tas jau ir garīgs briedums, tad, kad mēs pārstājam uztraukties. И первым делом, чтобы научиться сражаться в духовных битвах, Un pirmā lieta, lai iemācītos iet, tad uzvarēt šajās garīgajās cīņās и быть снаряженным, un būt ekipētam, тут два таких понимания. ir divas tādas sapratnes. Четко знать, кто есть Господь. Precīzi zināt, kas ir Dievs. Чтобы это звучало, вот, скажем, в одном ухе. Lai tas Истина. skanētu vienā ausī, šī patiesība. Вторая истина, кто я есть в нем. Второе Otrā? ухо. Otrā patiesība, tad otrā ausī, kas es esmu viņā. И тогда мы вот ходим вот в этом шаломе, не позволяем лжи нарушить вот эти вот звучащие истины. Tad mēs staigājam šajā šalom, kas mēs neļaujam meliem tā kā izjaukt šo patiesību. И тогда мы знаем от нашего Господа, на что способен дьявол и как мы можем его побеждать. Tad mēs zinām no Dieva, uz ko ir spējīgs Sātans un kā viņu uzvarēt. И победитель, допустим, в любых соревнованиях, он знает, изучает приемы своего противника. Un viņš zina tad šo ienaidnieku, šos uzbrukuma taktiku. И во 2 Коринфянам, да, 2 Коринфянам, 2 глава, там сказано о том, что нам не безызвестны планы сатаны. Мы знаем планы сатаны. Un 1. korintiešiem 2. nodaļā ir teikts, ka mums ir zināmi šie Sātana plāni. И исходя из этого места Писания, Un izejot no šīs rakstu vietas, мы научаемся понимать и различать его планы. mēs iemācāmies atšķirt un pazīt viņa plānus, Знать его замыслы. zināt viņa nodomus. Это просто знание его приемов, как он может действовать. Tas ir vienkārši, ka mēs zinām, kā viņš var darboties. И, конечно же, из этого мы просто получаем от Господа знания о том стратегии и тактике. Un no Dieva mēs saņemam šo te zināšanas par stratēģiju un taktiku. Стратегия – это план. Stratēģija tas ir plāns. У Бога есть план на каждого человека, Dievam ir plāns katram cilvēkam, который основан на его любви. kas ir balstīts uz viņa mīlestību. Но и у дьявола тоже есть план. Bet arī Sātanam ir plāns. И тоже на каждого человека. Un arī katram cilvēkam. Дьявол – это неудачный копировщик Бога, он копирует у него все. Sātans ir tāds neveiksmīgs kopētājs, kas kopē no Dieva visu. Он занимается вот этим грязным плагиатом, который потом становится черное все. Viņš nodarbojas ar šo melno plaģiātu, kad pēc tam viss paliek melns. И когда мы знаем стратегию дьявола Un tad, kad mēs zinām vēlna stratēģiju и его тактику, un viņa taktiku, а тактика – это реализация, как он это делает. bet taktika tā ir viņa realizācija, kā viņš to dara. И как мы уже вначале говорили, что первая цель у дьявола Un tā kā mēs jau sākumā runājām, pirmais mērķis, Sātana mērķis – разрушить отношения с Господом человека, отделить. Izjaukt attiecības, Dieva attiecības ar cilvēku, atdalīt. Помните, на первой встрече, когда мы говорили о молитве, Atcerieties, ka pirmajā tikšanās mēs runājam par lūkšanu. было сравнение ее со свечой, с огнем. Что было? Сравнение. Bija šī salīdzināšana ar sveci. И то, что самое горячее пламя, оно вверху. Ka pati karstākā daļa ir augšā liesmas augšpusē. Вот
цель дьявола затушить вообще в нас вот это пламя. Un sātana mērķis ir vispār nodzēst šo liesmu. И мы сегодня поговорим о его тактике. Un mēs šodien runāsim par viņa taktiku. По своей грязной натуре Pēc savas netīrās dabas он нападает так. viņš uzbruk tā. Вы, пожалуйста, можете слушать и анализировать себя, происходило ли такое. Jūs varat klausīties un analizēt sevi, vai jums tā ir bijis. И мы, прослушав этот урок, мы уже будем предупреждены, Un noklausoties šo mācību, mēs jau būsim brīdināti. и Господь дает еще больше предупреждения. Он через сны, через слово, через проповеди, через наставников. Un Dievs dod šo apstiprinājumu vēl vairāk caur sapņiem, caur līderiem, caur mentoriem. По воскресеньям в церкви, через пастора. Господь нас предупреждает. Svētdien arī dievkalpojuma laikā caur mācītāju Dievs mūs brīdina. Итак, первое. Pirmais. Дьявол нападает во время нашей слабости. Sātans uzbruk mūsu vājību laikā. Для него не существует правила, что лежачего не бьют. Viņam nav šis noteikums, ka gulošu nesit. Он всегда стремится на несчастье, на боль, Viņš vienmēr tiecās uz nelaimu, uz sāpi, на наше нестабильное эмоциональное состояние, uz mūsu nestabilo emocionālo stāvokli, на физиологические какие-то изменения даже в нашем организме. uz kādām mūsu fizioloģiskām izmaiņām mūsu organismā. Допустим, если мы не высыпаемся и чувствуем себя слабыми, Pieņemsim, ja mēs neizguļamies un jūtamies vāji, и наша эмоциональная восприимчивость, она повышена, un mūsu emocionālā šī uztvere ir paaugstināta, он может начать атаки. viņš var sākt uzbrukumu. Сейчас хочу к сестрам немножко проговорить. Gribu tagad runāt uz māsām. Дорогие сестры, у нас есть, как у женщин, у всех менструальный цикл. Mums kā sievietēm ir šis menstruālais cikls. И вот эти перепады настроения дьявол мастерски использует. Un šīs garstāvokļa svārstības Sātans ļoti labi izmanto. Поэтому вникайте в себя, в каком вы периоде, Tāpēc iedziļināties sevī, kādā periodā jūs esat, чтобы не совершить каких-то неправильных поступков или не принять неправильных решений в эти периоды. lai neizdarītu kādas nepareizas lietas vai nepieņemtu kāds nepareizs lēmums šajā periodā И уже ходить во всеоружие в эти периоды. un staigāt visos ieročos šajā periodā. Была, дорогие, женская конференция, где об этом говорилось. Вот в Голгофе была это, Лаура и Данута организовывали эту конференцию. Bija šī sieviešu konference, ko Laura un Danuta Golgātas draudzē organizēja. И поэтому все предупреждения Tāpēc visi brīdinājumi нужно принимать во внимание, ir jāņem vērā, чтобы враг нас не расстал врасплох. lai ienaidnieks mūs neuzķertu. Да, не поймал в этот момент, в нехороший момент, не поймал нас. Lai neuzķertu mūs šajos periodos. И нету ничего здесь такого, демонического, если у меня там упало настроение или что-то такое. Tajā nav nekas demonisks, ja, pieņemsim, man nav šis garstāvoklis. Но это надо брать во внимание и смотреть, чтобы не подвергнуться нападению. Bet tas ir jāņem vērā, lai nebūtu tad šis uzbrukums. Физическая усталость, Fizisks nogurums, несоблюдение режима дня, мы слабы. neievērošana šī ikdienas gaitas, kāds režīms. Mēs esam vāji, Неправильное питание nepareizs uzturs. часто укладывает нас в кровать, мы заболеваем. Bieži vien mēs saslimstam un liekamies gultā. И когда мы физически слабы, Un tad, kad mēs esam fiziski vāji, враг начинает стрелять ienaidnieks sāk šaut с сомнениями, ar šaubām, страхом. ar bailēm.
или еще чем-то. vai ar vēl kaut ko. Особенно такие мысли, а вдруг это все очень серьезно. Это первая ложь, которая бросается. Un it sevišķi, ja pieņemsim, ja tas viss ir ļoti nopietni, un tā ir tie pirmie meli, kas tiek mesti. Поэтому делаем все правильно, Tāpēc daram visu pareizi, заботимся обо всем правильно. rūpējamies par visu pareizi. И еще здесь хочу упомянуть, случаются несчастья в семьях, Un šeit vēl gribu pieminēt, ka notiek nelaimes ģimenēs, несчастные случаи, nelaimes gadījumi, и люди очень слабы. un cilvēki ir ļoti vāji. И здесь хочется сказать, поэтому мы и есть друг у друга. Tāpēc es gribu teikt, ka mēs esam viens otram. Поэтому мы и есть церковь, чтобы подкреплять друг друга. Tāpēc mēs esam draudz, lai stiprinātu viens otru. Говорить друг другу, что ослабел, помоги, плечом меня поддержи. Lai teiktu viens otram, es esmu kļuvis vājš, pietur man pie pleca. И, конечно, здесь всегда надо так быть внимательным, как будто мы переходим дорогу в такие периоды. Un ir jābūt ļoti uzmanīgam, tā, kad tu pārēji ceļu, kad tu skaties, jā, un tad uzmanīgai pāri. Второе. Otrais, Он бьет в болевые точки. viņš sit pa sāpīgām vietām. Он замечает слабости в человеке. Viņš pamana vājības cilvēkā. И как звучало уже то, что он очень хороший психолог. Un kā jau skanēja, ka viņš ir ļoti labs psihologs. И он знает, Un viņš zina, где кто пережил какую боль, kurš ir pārdzīvojis kādas sāpes, где у кого какая зависимость была, kur kādam bija kāda atkarība, где в чем-то кто-то слаб, kur kāds ir kaut kur vājš, и он бьет в эти точки un viņš sit pa šīm vietām. и действует по такому плану. Если была зависимость, Un darbojas pēc tāda plāna, ja ir bijusi šī atkarība, как слово говорит, он отправляется, обходит круг, приходит и смотрит, чем заполнен дом. kā vārds saka, ka viņš izmet šo apli, tad viņš atgriežas un skatās, ar ko ir piepildīts šis nams. И опять начинает стучаться в те же двери. Un atkal sāk klauvēt tajās pašās durvīs. И если застает такой момент, допустим, человек поссорился с кем-то, Un ja ir tāds moments, kad cilvēks ar kādu sastrīdējās, просто звучат такие слова, ну ты же раньше выпивал, иди сейчас тоже, тебе легче будет. un tad sāk skanēt tādi vārdi, aizej iedzer, jo tu taču kādreiz dzēri un tev paliks vieglāk. Наркозависимый опять, может быть, ты опять попробуешь, тебе же замечательно будет. Tie, kas ir bija atkarīgi no narkotikām, tad runā to, ka aizej pamēģini atkal, jo tev taču būs vieglāk. И поэтому здесь очень-очень внимание большое. Tāpēc šeit ir jābūt ļoti, ļoti uzmanīgam. Прикрывать болевые точки, которые были раньше, и не относиться к этому легкомысленно. Nosegt šīs te vājās vietas un nebūt vieglprātīgam pret tām. И, конечно же, сразу обращаться к Господу, бежать просто и просить защиты и стоять на страже. Un uzreiz skriet pie Dieva, prasīt pēc apsardzības un stāvēt šajā sardzē. И опять же здесь, помните место Писания в послании, втором послании к Тимофею, вникай в себя и в учение. Atcerieties tad rakstu vietā 2. Timotejam, kur ir rakstīts iedziļinieties sevi un un balsieties uz mācību. Вот вникай в себя, изучи себя. Iedziļinies sevi, izzini sevi. И поэтому здесь очень такой призыв, потому что человеку свойственно более тщательно изучать других, нежели себя. Un cilvēkam ir tāda tendence vairāk izzināt citus, nevis sevi. Поэтому здесь опять же звучит «вникай в себя». Tāpēc šeit atkal skan iedziļinies sevi. Третье. Trešais. Сатана сотрудничает с нашей плотью. Sātans sadarbojas ar mūsu miesu. И я не помню, у кого есть книга, где автор этой книги говорит, что первые враги молитвы
Un es neatceros, kurā grāmatā tas ir teikts, bet ir rakstīts, ka pirmie ienaidnieki lūkšanai Это дьявол tas и ir наша sātans плоть. un mūsu miesa. И наша плоть. То есть плоть где-то равно лень. Miesa kaut kur ir vienlīdzības zīme, slinkums. И как мы знаем, что в Библии сказано, плоть противится духу. Un kā mēs zinām, Bībelē ir teikts, ka miesa pretojas garam, А дух противится плоти. bet gars pretojas miesai. И в книге «Бытия» Un pirmā mūža grāmatā приговор был bija spriedums сатане, что он будет есть прах. Sātanam, ka viņš ēdīs pīšus. И плоть это есть наш прах. Un miesa tie ir mūsu pīšļi. Здесь мы не будем глубоко идти в эту тему, об этом уже пастор говорил и у нас в церкви, вы, наверное, читали. Mēs neiesim šeit dziļāk, mācītājs par to ir runājis draudzē, un jūs esat lasījuši. И вот именно в этом вот ключе Un tieši šajā atslāgā он строит духовные твердыни. viņš būvē šos garīgos cietokšņus. И что же такое проявление плоти? Un ko nozīmē šīs miesas demonstrēšana? Плоть любит комфорт, уют. Miesa mīl komfortu, ērtības. Если бы был бы дворец плоти, там бы на троне сидело бы слово «я». Un tad, ja būtu šis tronis, tad šī troņa augšgalā sēdētu es. Гордость, Lepnība, значимость, вот что я значу. tas, kad tad zināmība, atpazīstamība, ko es, tad, lai es būtu atpazīstam. Помните, когда Иисус сказал, что ему должно умереть и в третий день воскреснуть? Vai atcerieties, kad Jēzus teica, ka viņam vajadzēs nomirt un trešā dienā augšām celties? И Петр сказал, да не будет с тобой такого. Un Pēters teica, lai nenotiek tev tas. И Иисус отвечает, отойди от меня, сатана. Bet Jēzus viņam atbild, atkāpies no manis, Sātan. Вот эти были позывы как плоти Петра, что пусть тебе не будет больно, пусть тебе будет хорошо, пусть тебе вообще будет идеально. Un šeit runāja Pētera miesa, lai tev nav sāpīgi, lai tev viss ir labi, lai tev viss ir ideāli. И здесь, смотрите, значимость. Zināmība, Что я значу? ko es nozīmēju. Здесь дьявол извращает и пытается соединить, кто я есть во Христе Un šeit Sātans tikai izkropļo to, kas es esmu Jēzu и что я значу. un ko es nozīmēju. Вот эти части, да? Tad šīs Кто я, daļas, кто я есть во Христе, я сокрыт во Христе. kas es esmu Jēzu, es esmu ieslēgts Jēzu. А что я значу Bet ko, по-плотски, bet ko es nozīmēju miesiski, это наше «я» просто лезет наружу и пытается воссесть выше всего. tur mūsu tas es lien augstāk par visu un grib apsēsties augstāk par visu. И когда я училась, преподаватель, который учил, он говорит, я не постесняюсь назвать плоть любовницей дьявола. Un tas, kas mums bija šis pasniedzējs, viņš teica, ka viņš nekaunēsies sakot, ka miesa ir Sātana mīļākā. Она всегда хочет чего-то лучшего и наилучшего, и только для себя. Viņa vienmēr grib kaut ko labāku un labāku un labāku un priekš sevis. И, как правило, всех любовниц обманывают, и дьявол ее просто обманывает. Un kā tāda vienmēr ir tā, ka šīs mīļākās viņas apmāna, un miesa ir tā, kuru Sātans apmāna. Очень большая помощь усмирить плоть Ļoti liela palīdzība, lai samierinātu miesu, – это пост. tas ir gavēns. Это пост. Это вы сами, наверное, замечали, когда, если вы поститесь,
Varbūt jūs paši esat ievērojuši, tad, kad jūs gavējat, Ну, обязательно кто-то что-то испечет kāds kaut вкусное, ko uzreiz izcep kaut ko garšīgu, или кто-то начнет действовать на нервы, vai kāds sāks kaitināt. и плоть начинает бастовать сразу. Un miesa uzreiz sāk parādīties. Но о посте не сегодня. Bet par gavēnu ne šodien. Пост, он как сканирование нас. Насколько Gavēns, плоть царствует. gavēns ir kā mūsu skenēšana, cik ļoti miesa valda. И дальше идем. Ejam tālāk. 4. 4. Обольщение грехом. Обольщение. Обман, обкручивание, заманивание, как ловушка грехом. Tad melu apmāns. Это открытые двери Tās ir atvērtas durvis для сил тьмы. Tums spēkiem. Обычно грех человек пытается скрыть, то есть увести его в темноту. Tad bieži vien mēģina tā kā ievest, noslēpt šo grēku un ievest tumsā. Это, смотрите, если брать человеческий мир, Ja mēs ņemsim cilvēku pasauli, вор украл, он бежит, прячется. ja zagls nozog, viņš skrien, slēpjās. И то, что он украл, прячет во тьму, Un to, ko viņš ir nozadzis, to viņš slēp tumsā, чтобы никто не увидел, не нашел. lai neviens neredzētu un neatrastu. Убийца убил, он тоже убегает, скрывается где-то, чтобы его не видели. Un arī, ja noslapkavo, tad šī slepkava skrien, slēpjās, lai neviens viņu neatrastu. И так грех, как когда Каин убил Авеля. Un tad grēks, kad Kains nogalināja Ābelu, И перед этим преступлением un pirms šī nozieguma Господь сказал Каину: Dievs teica Kainam, грех лежит у твоих дверей, но ты господствуй над ним. kad grēks guļ pie tava namdurvīm, bet tu valdi par to. И так же и мы, дети Божьи, мы согрешаем время от времени, прегрешаем, согрешаем. Tāpat arī mēs, Dieva bērni, ik pa laikam mums sanāk kaut kur sagrēkot. Что-то у нас не получается, мы спотыкаемся, падаем. Kaut kas mums nesanāk, mēs klūpjam, krītam. И чтобы не произошло вот такое глубокое обольщение грехом, где уже понадобится просто освобождение. Lai nenotiktu šāda grēka jau tāds apmāns, kur būtu pēc tam vajadzīga šī atbrīvošana. Первым делом выносить на свет. Pirmām kārtām ir nest to gaismā. Не прятать. Neslēpt. Не давать повод, не уступать эту территорию дьяволу. Nedot šo teritoriju vēlnam. Господь есть свет. Dievs ir gaisma. И, как мы говорили, что молитва – это выносить на свет, подойти к свету ближе и рассмотреть. Un kā jau mēs runājām, lūkšana tā ir nest gaismā, nest tuvā gaismai, lai būtu gaismā. Да, если что-то случилось, Ja kaut kas ir noticis, если мы знаем Господа, ja mēs zinām Dievu, если мы знаем Его Слово, ja mēs zinām Viņa vārdu, если Дух Святой говорит нам через Его Слово, ja Dieva gars runā caur Viņa vārdu, то мы в свободе выносим. tad mēs brīvībā iznesam. И Он, будучи верен и праведен, Viņš, kurš ir taisnīgs un uzticams, простит нас и очистит от всякой неправды. piedod mums un attīr mūs no visas netaisnības. И, конечно же, прежде чем вступать в молитву Un pirmām kārtām, lai iestātos šajās lūkšanās, и вступать в духовные брани, un lai braņi, в войну духовную, un lai iestātos šajā garīgajā cīņā, допустим, в освобождении или молиться за территории, pieņemsim atbrīvošanā vai lūkšanu par teritorijām, против оккультизма. pret okultismu. Господь, просканируй нас, чтобы у нас не было этих открытых дверей. Dievs noskanē mūs, lai mums nav šīs atvērtās durvis. И обольщение, Un вот šis это вот,
как, ну, ловушка в обман, Nu, un šīs обольщение. tad apmāns, jā, kā lamatas, Да, это признак последнего времени. tas ir tā ir kā zīme pēdējiem laikiem. Это не волна, которая сбивает с ног. Tas nav kā vilnis, kas nogāž no kājām. Это не что-то, то, что подбросили, как вот бывает, дьявол подбрасывает ложь во время слабости. Tas nav kaut kas tāds, ko vēlns piemet vājības brīžos. Обольщение – это как будто бы что-то такое мягкое и ласковое, как начинает закручивать. Šis apmāns ir kā kaut kas tāds maigs, kas vienkārši ievelk tā kā. Мягкое такое заворачивание в ложь. Tāds maigs, kas ieved šajā apmānā. И человек, попадающий в обольщение, Un tas cilvēks, kas iekrīt šajā apmānā, ему сначала кажется, что, ну, ничего, обошлось нормально все. viņam liekas, nu nekas, kaut kā izgāja cauri, Но он начинает погружаться глубже и глубже. bet viņš sāk krist dziļāk un dziļāk. И как же это происходит? Un kā tad tas notiek? Смотрите, мы здесь говорим это потому, что, Un mēs šeit runājam, tas ir tāpēc, ka, чтобы в первую очередь отследить себя lai pirmām kārtām izsakot sev и встать рядом с людьми, с которыми может это происходит или может произойти. un lai nostātos blakus tiem cilvēkiem, ar kuriem arī tas notiek vai notiks. Приходит искушение, Nāk kārdinājums. и человек слышит, если он слаб, он слышит. Ну и Un, ничего страшного не произойдет, попробуй. un ja cilvēks ir vājs, viņš dzird, nu pamēģina, nekas traks nenotiks. Бог милостивый, и ты в благодати ходишь, Он тебя простит. Dievs ir žēlsirdīgs, un viņš taču tev piedos. И сразу приходит на ум местописание, где сатана искушал Иисуса Христа. Un uzreiz nāk prātā šī raksturvieta, kur Sātans kārdināja Jēzu. И он искушал его буквой слова. Un viņš Правильно viņu всё говорю? kārdināja ar vārdu, Но не Бога духновенно, просто буквой. vienkārši ar burtu. И здесь происходит искушение правдой. Un šeit nāk kārdināšana ar patiesību. Да, Бог милостивый простит, Jā, Dievs ir žēlsirdīgs, un viņš piedos, и человек падает. bet cilvēks krīt. И после того, как человек упал, реакция, она может быть двойственная. Un pirms šis cilvēks krīt, viņam šī reakcija var būt divējāda. Да, она как вдвойне, что, а может быть, ничего страшного, Un tad varbūt viņam liekas, nekas traks nebūs, а с другой стороны жесткое осуждение. bet no otras puses tāda spēcīga apsūdzība. Первый вариант – это те люди, которые такие более легкомысленные. Tas pirmais variants ir tādiem cilvēkiem, kas ir vairāk tādi vieglprātīgi. А те люди, у которых совесть начинает давить, они начинают заниматься самоосуждением. Bet tiem cilvēkiem, kuriem tā skaļāk runā sirdsapziņa, viņiem nāk šīs apsūdzības diezgan spēcīgi. Если из любого варианта сразу не выносить на свет, Ja no abiem variantiem uzreiz nenest gaismā, как классика, kā klasika, дьявол говорит, vēlns saka, ну ты же человек, тебе же все свойственно как человеку, твоя taču- естественная природа. tu taču esi cilvēks, tā ir tava dabiskā daba, cilvēka daba. И вы знаете, по служениям людям, со служителями, вот когда мы разговариваем, очень много людей, они так и говорят, что мне ничего не чуждо, я же человек. Un tad, kad jārunā ar šādiem kalpotājiem vai cilvēkiem, tad arī tā bieži vien saka, tad es taču esmu tikai cilvēks. И человек пытается оправдаться этой ложью. То есть его мягко обольстили уже, завернули в ложь.
Un cilvēks sāk jau tā kā atrunāties ar šiem meliem, un tas jau vienkārši, tas jau ir tā aptins viņu, ka viņš tic šiem meliem. И это может, если это не вынести на свет, как правило, это повторяется потом еще и еще. Un ja šo nenes gaismā, tad tas kā visu laiku atkārtojās, atkal un atkal un atkal. Это как уже дом без дверей, и уже ходит, кто хочет туда, обратно, туда, обратно. Уже Un, не охраняется территория. Tā jau ir kā tāda māja, kura ir bez durvīm, un tur vienkārši var staigāt iekšā ārā, un tur nav jau vairs nekāda apsardzība. И я думаю, многие из нас проходили вот такие моменты. Un es domāju, ka daudz no mums ir gājuši cauri šādiem momentiem. И, скорее всего, приходит на ум, когда я вот эту схему всю рассказывала, Un tad, kad es šo schēmu visu stāstīšu, man uzreiz nāk galvā, что это может быть такие пагубные привычки, за которые потом молятся в освобождении. ka tās var būt kā tādas, tā, privički. Pieredums, jā, par kurām pēc tam lūdz atbrīvošanā. Это может быть наркотики, алкоголь, порнография. Tās var būt alkohols, narkotikas, pornogrāfija. Но, к сожалению, в этой схеме дьявол работает и с другими вещами. Bet, diemžēl, arī šajā schēmā Sātans strādā ar citām lietām. В первую очередь употребляя наш язык, это сплетни. Pirmām kārtām sākot lietot mūsu mēli, tās ir baumas. Это ропот, где нельзя остановиться уже. Tā ir kurnēšana, kur nevar apstāties vairāk. И многие другие вещи, которые исходят у нас из внутреннего нашего человека. Un daudz citas lietas, kas nāk ārā no mūsu iekšējā cilvēka. Поэтому, дорогие, вникаем в себя, анализируем, не даем места. Tāpēc, dārgie, iedziļināmies sevi un pētam sevi un, jā, neļaujam. Хорошо, идем дальше. Labi, ejam tālāk. 5. Это то, что когда дьявол говорит, давай быстро действуй. Tas ir tad, kad Sātans saka, ātri dari. Вы знаете, я тоже думала над этим пунктом. Un es domāju par šo punktu. И в наш век, когда все быстро. Un mūsu laikā, kad viss ir ātri. Еда у нас быстрая. Ēdiens mums ir ātrs. Все нам надо быстро. Кассы в магазинах, чтобы было быстрее. Mums visu vajag ātri, lai kasa strādātu veikalā ātri. И все нам надо получить быстрее. Un viss mums ir jāsaņem ātrāk. И как будто время идет по-другому. Un it kā laiks iet savādāk. И дьявол тоже это использует. Un arī Sātans to izmanto. И иногда люди хватают первое попавшееся из команды, надо быстрее. Un citreiz cilvēki vienkārši ņem pirmo, kas pagadās, jo vajag ātrāk. И вот это быстрее взятое от дьявола, оно приводит уже потом, последствия будут длиться годами. Un tad, kad mēs paņemam no Sātana šo pirmo, kas pagadās, šīs sekas var ilgt gadiem. И в нашей жизни был такой период, Mūsu dzīvē bija tāds periods, когда вокруг нас все брали кредиты. kad apkārt mums visi ņēma kredītus. Это было очень легко. Tas bija ļoti viegli. И достаточно было паспорта Vienkārši и небольшого счета в банке. vajadzēja tikai pasi un bankas kontu. И люди получали кредит на 25, на 30, даже на 40 лет. Самый большой кредит был 40 лет. Un cilvēki ņēma šos kredītus uz 25, 30, pats lielākais bija 45 gadi. И все говорили быстрее, быстрее, потому что этот период скоро закончится. Un visi teica, ātrāk, ātrāk ir jāņem, jo šis periods drīz beigsies. Ну, нашей семье Господь строго железный занавес поставил прям вот явным Bet mūsu действием своим. ģimenē Dievs nolika tādu dzels aizskaru priekšā, kad nevajag. Просто даже, можно сказать, физически не дал, Varētu pat teikt, ka fiziski neiedeva, но очень хотелось. bet ļoti gribējās.
Другие люди, Citi cilvēki, в то время их детям было по 5 лет, viņu bērniem tajā laikā bija 5 gadi, сейчас их детям по 30, tagad viņu bērniem ir 30, и они говорят, о, сейчас последний год, когда я отдаю деньги. un viņi saka, ka šis ir pēdējais gads, ka viņi atdod naudu. И деньги брались на машины, на мебель, Un naudu и, ņēma priekš mašīnām, priekš mēbelēm, и рассчитывали очень-очень долго. un tad tika paredzēts uz ļoti, ļoti ilgu laiku. Лично я не против кредитов, когда это с мудростью сделано и то, что как Господь открывает. Es neesmu pret kredītiem tajos gadījumos, kad Dievs to parāda un tas ir tiek ņemts ar gudrību. Но вообще Господь хочет, чтобы мы не были никому ничего должны. Bet Dievs grib, lai mēs nevienam neesam neko parādā. И поэтому вот это быстрее давай, а то закончится. Un tāpēc šis ātrāk ņem, jo drīz beigsies. В притчах 3:21 и 5:2 Tā, Псалмам помните. jā, Salamam pamācības 31, 2. Tas būtu 3:21 3:21, jā. и 5:2. Un 5:2. Там говорится о рассудительности. Tur ir runāts par par spriedumu. Когда мы прежде чем что-то хотим сделать, мы подумаем, порассуждаем. Tad, kad pirms mēs kaut ko gribam darīt, ka mēs par to spriežam un domājam. Это говорится, что в этом времени Tas runā, ka šajā laikā сын мой, услышь мой голос. Mans dēls dzirdi manu balsi. И вот, чтобы не поторопиться, сын мой, дочь моя, услышь мой голос. Tad, lai nesteigtos, mans dēls, mana meita dzirdi manu balsi. И, конечно же, давай быстрее ошибки личного характера. Un tad šī ātrākā darbība, tā ir tādas kļūdas, rakstura kļūdas. Это семья, на ком жениться, за кого выйти замуж. Tā ir ģimene, ar ko precēties. И попадают молодые братья, сестры в такие ситуации. Un iekrīt šie jaunie brāļi, māsas tādās situācijās. И так мягко закручивает их ложь. Un tik maigi apvij viņus meli. И обещает многое. Apsola daudz. Принимается неправильное решение. Un tiek pieņemts nepareizs lēmums. Выходи замуж или женись быстрее, посмотри, сколько тебе лет, все кругом уже имеют семьи. Ātrāk aprecies, jo pasties apkārt visiem jau ir ģimenes. Выходи замуж, потом разберешься, за кого. Aprecies un pēc tam izdomā, ar ko. И, дорогие, такое случается. Un, dārgie, tā notiek. Мы служили недавно одной семье, которые поженились, а потом решили посмотреть друг на друга только. Mēs nesen kalpojām vienai ģimenei, kas nolēma aprecēties, un pēc tam, kad viņi aprecējās, viņi skatījās, uz ko tad viņi īsti ir aprecējušies. Очень-очень сложная ситуация. Ļoti, ļoti sarežģīta situācija. И, конечно же, именно вот это быстрее заставляет наших некоторых молоденьких сестер или братьев жениться и выходить замуж за неверующих. Un tieši šī iemesla dēļ, kad ātrāk šīs māsas vai brāļi pieņem šos lēmumus precēties ar neticīgajiem. Поэтому чуждый голос. Tāpēc šī balss, чужой голос. Sveša balss. Господь на это говорит. Сын мой, дочь моя. Dievs uz to saka, mans dēls, mana meita. Услышь мой голос, отличи мой голос. Dzirdi manu balsi, atšķir manu balsi. И вот это такой пункт. Дальше мы с вами посмотрим, есть такие характеристики, признаки обольщения. Как узнать, что человек в обольщении? Mēs paskatīsimies šos punktus, kad zināt, ka cilvēks ir tā kā šajā apmānā. Потому что обольщение это чем-то напоминает, как клещ.
Jo šis apmāns savā ziņā atgādina kā ērci. Он не чувствуется, Viņu nejūt, но он есть. bet tas ir. И мы его можем увидеть по признакам. Un mēs viņu varam redzēt pēc pazīmēm. И, ну, еще в отличие от клеща, где-то нам это, ну, как-то, ну, вроде бы подходит. Un neskatoties uz šo ērci, mums liekas, nu, ka mums tas kaut kur arī piedien. Мгм. И здесь будут места Писания, дорогие. Если вы записываете, записывайте, да? Un šeit būs rakstu vietas, ja jūs pierakstat, tad pierakstiet. Слышит слово, но не исполняет. Dzirdu vārdu, bet neizpild. Иакова 1:22. Jēkaba 1:22. Иногда Господь конкретно указывает на какую-то часть нашей жизни. Dažreiz Dievs uzrāda kaut kādu konkrētu mūsu dzīves sfēru. Когда мы читаем слово или молимся, Tad, kad mēs lasām vārdu vai lūdzam, когда мы слышим в проповеди, kad mēs dzirdam sludināšanā, когда подходит пастор и в разговоре упоминает это, мы слышим слово. kad pienāk mācītājs un to sarunā piemin, mēs dzirdam vārdu, Но не исполняет. Человек слышит, но не исполняет. cilvēks dzird, bet nedara. Обольщение начало действовать. Apmāns sāk darboties. Дальше. Такой человек говорит, что он без греха, Tāds cilvēks самодовольный. saka, ka viņš ir bez grēka. 1 Иоанна 1:8. 1. Jāņa 1:8. Говорит, что он без греха. Ka viņš saka, ka viņš ir bez grēka. Не будем здесь останавливаться. По примеру, однажды была такая сестра, Tāds piemērs reiz bija viena māsa. это было много лет назад. Tas bija daudz gadus atpakaļ, Она сказала, что Бог открыл в ней новый дар. kad Dievs viņai ir atvērs jaunu dāvanu По причине ее чистоты и святости. pēc viņas svētuma un tīrības. Когда я sпросила, какой, она сказала, обличать епископов и пастырей. Tad, kad es viņai prasīju kādus, viņa teica, tā kā atvieglināt bīskaps un mācītājus. И явный признак, что человек в обольщении. Un ir skaidra pazīme, ka cilvēks ir apmānīts. Дальше. Такой человек думает, что он кто-то, хотя он никто. Tāds cilvēks domā, ka viņš ir kaut kas, lai gan viņš nav nekas. Галатам 6:3. Galatiešiem 3:6. Это ложное понимание своей значимости. Tā ir tādu viltus savas, tā kā, kad tu domā, ka tu kaut kas esi. То, кто я во Христе, украдено, и взамен этого принесено я. Tas, kas es esmu Jēzu Kristu, ir nozagts, bet tā vietā ir atnests es. Дальше. Такой человек почитает себя мудрым, считаясь с мудростью этого мира. Tas cilvēks uzskata, ka viņš ir ļoti gudrs И приносит мирское с собой из мира. un atnes šo miesīgo no pasaules. Это 1 Коринфянам 3:18. 1. Korintieši 3:18. Как что-то мирское вплетается, Kā kaut kas miesīgs ievies, тогда человек попадает в обольщение. tad cilvēks tiek apmānīts. Приехал один брат из одной из европейских церквей, я не Atbrauc буду viens, говорить, какой страны, atbrauc viens brālis no kādas Eiropas valsts, es neteikšu no kuras, и когда мы разговаривали, он рассказал об одной вещи. un tad, kad es ar viņu runāju, viņš man izstāstīja vienu lietu. Говорит, у нас в церкви приветствуется сожительство парней и девушек, Sažīstība. когда живут до свадьбы вместе. Tad mūsu draudzē ir tas, kad meitene puisi dzīvo kopā pirms kāzām. И когда он спросил, почему, Un tad, kad viņš jautāja, kāpēc, такой ответ был дан. Слава Богу, они не лесбиянки, не гомосексуалисты. Мы держимся чистоты и святости.
Tad atbilde bija tāda, ka paldies Dievam, ka viņi nav homoseksuāli, tur lesbietes, geji, ka viņi ir svēti, tīri un jā, ka tā ir pareizi. Мир зашел в понимание. Pasaule iegāja šajā sapratnē. Это обольщение. Tas ir apmāns. Или другая сторона, скажем, у нас такого нет, слава Богу. Vai arī otra puse, paldies Dievam, mums tā nav. Тоже такая фраза звучала от одного брата, тоже не в нашей церкви, тоже года назад. Arī skanēja no viena brāļa, paldies Dievam, ne mūsu draudzē, pāris gadus atpakaļ. Меня Бог освободил от алкоголя. Dievs man atbrīvoja no alkohola. Я хочу пью, хочу не пью. Es gribu dzeru, gribu nedzeru. Вот это тоже обольщение. Звучит смешно, но закончилось очень плачевно. Tas arī ir apmāns, skan gan smieklīgi, bet tas beidzās diezgan bēdīgi. Человек, который подвергается обольщению, уже обольщение действует, Cilvēks, kurš ir pakļauts šim apmānam, имеет вид благочестия, viņam ir tāda svētbīgas izskats, пока необузданный язык не выдаст его. kamēr šī mēle, viņa paša mēle nenodos viņu. Это Иакова 1:26. Tas ir Jēkaba 1:26. Когда, допустим, в церкви, ну, просто сияние славы, да, Tad, kad draudzē vienkārši slavas spīdēšana, но когда что-то случается, bet, kad kaut kas notiek, там не только слова, но и действия, и все сердце внутри выражается через уста. tur ne tikai vārdi, bet viss iekšējais sirds stāvoklis, tas vienkārši nāk ārā. И тоже один проповедник сказал, наше смирение и положение сердца Un arī viens sludinātājs teica, mūsu zemošanās un sirds tāda pazemība, оно проверяется, если нам стакан воды в лицо вылить. tā parādās tad, kad ja mums sejā ielej šo glāzi ar ūdeni. Внезапно, Pēkšņi, внезапно. pēkšņi. И поэтому все происходит всегда внезапно. Tāpēc viss vienmēr notiek pēkšņi. И вот когда внезапно, тогда от избытка сердца говорят уста. Un tad, kad notiek pēkšņi, tad no sirds pārpilnības mūsu runā. Такой человек думает, что неправедный может наследовать Царство Божие. Tāds cilvēks domā, ka viņš ir taisns un ka viņš var iemantot debesu valstību. Неправедный. Ka viņš nav taisnīgs. Иакова 1:26 тоже. Arī Jēkaba 1:26. Или 20. Проверьте, да, проверьте, потому что я, наверное, ошиблась с местом Писания. Pārbaudiet, Найдите, да, jo varbūt es esmu kļūdījusies ar raksturvietu, atrodiet. что здесь значит неправедный. Ну, у нас сразу кажется, о, мирские там. Ko которые nozīmē Бог- netaisns? Tas mums uzreiz liekas kaut kas smiesīgs, ārpasaulīgs. Тот, кто пренебрегает благодатью Божией. Сегодня пастор на молитве говорил о благодати. Кто пренебрегает благодатью Божией? Nebrigājiet. Пренебрегает относится как к мусору. Легкомысленно, не вдумывая, То, не что- оценивая. Tātad tas, kurš vieglprātīgi izturās pret, что было дальше? Благодатью. Pret pateicību. Благодать, она нам дает то, чего Žēlastība. мы не заслужили. Žēlastība dod mums to, ko mēs neesam pelnījuši. И тот, кто пренебрегает, относится легкомысленно. Tas, kurš vieglprātīgi izturās, И вот обольщенный человек, он думает, ну ничего, я хожу в свободе. un šis apmānītais cilvēks, viņš domā, nekas, es staigāju brīvībā. Мое Царство Божие все равно, Mana debesu valstība tik un tā, все равно. Но в слове мы читаем совсем другое. bet vārdā mēs lasām kaut ko pavisam citu. Дальше. Tālāk. Думает, что контакт с грехом ему
не повредит. Viņš domā, ka kontakts ar grēku viņam nekaitēs. Это 1 Коринфянам 4:33. 1. Korintiešiem 4:33. Контакт с грехом. Kontakts ar grēku. Здесь многие путаются, потому что думают, что тогда надо отвернуться от всех неверующих людей, и мы будем чистыми. Šeit liekas tas, ka tad ir jānovēršās no visiem ticīgajiem, un mēs būsim tīri. Это игра с грязными вещами. Tā ir spēle ar netīrām lietām. Это когда Дух Святой нас предупреждает, Tad, kad Svētais Gars mūs brīdina, что не надо, а мы все равно это делаем. viņš saka, nevajag, bet mēs tik un tā to darām. Когда был урок в детской школе однажды, Tad, kad bija stunda bērniem, мы сделали такой шарик из Mēs бумаги uztaisījām tādu bumbu no papīra и испачкали его черной краской. un sasmērējām viņu ar melnu krāsu. И потом детям было предложено поиграть с этим мячиком. Un tad bērniem tika piedāvāts spēlēties ar šo bumbu. Он был сырой весь, и поиграйте так, чтобы не запачкаться. Un tā krāsa visa vēl nebija nožujusi, bet devat bērniem un teica spēlēties un nenosmērējieties. И, конечно, они пытались там просунуть пальчик вовнутрь, как-то чисто взять. Un viņi tur centās kaut kur iebāzt pirkstiņus, lai paņemtu, lai būtu tīrs. И потом предложили мы им положить руки на лицо, многие отказались. Un tad mēs piedāvājām šīs rokas uzlikt uz sejas, bet daudz atteicās. Потому что, играя с грязной вещью, все равно испачкаешься. Tāpēc, ka tad, kad tu spēlējies ar netīru lietu, tu tik un tā nosmērēsies. Эта грязь все равно останется. Šie netīrumi tik un tā paliks. Это речь о том, что входит в наши глаза, что входит в наши уши. Šeit runāja par to, kas iet caur mūsu acīm, caur mūsu ausīm. Где мы проводим время. Kur mēs pavadām laiku. В какой информации мы проводим время. Kādā informācijā mēs pavadām laiku. Соцсети, фильмы ненужные. Sociālie tīkli, filmas nevajadzīgas. Может быть, все подряд. Varbūt viss pēc kārtas. Называя это отдыхом. Saucot to par atpūtu. Я не против посмотреть фильм. Иногда. Es neesmu pret, ja mēs dažreiz paskatāmies kādu filmu. Какой-то хороший, полезный. Kādu labu, vērtīgu. Или просто смешной, чтобы просто посмеяться. Vai kaut ko smieklīgu, lai vienkārši pasmietos. Но то, что грязно. Bet tas, kas ir netīrs. Всегда оставляет свой след. Vienmēr atstāj pēdas. И мы знаем, что интернет имеет очень много ловушек. Un mēs zinām, ka internetam ir ļoti daudz lamats. И всплывающие окна, и предложения, и все, что. Visādi tad piedāvājumi, visa kā. Это как идти по комнате, где много-много мышеловок стоит. Tā ir kā istaba, kurā stāv ļoti daudz peļu slazdi. И человек, который попал в обольщение, он может в этом пропасть и думать, что ничего не, все нормально, ничего не случится. Un cilvēks, kurš ir iekritis šajā apmēnā, viņam var likties viss kārtībā, nekas nenotiks. И очень приходит такое понимание в разум человека, который обольстился. Un cilvēkā, kurš ir apmānīts, viņa prātā nāk tādas domas, что можно создать какое-то плотское христианство. Ka var veidot kādu šādu miesīgu kristietību. А это ведет к краху веры. Bet tas ved pie ticības sabrukšanas. Вот так действует дьявол. Tā darbojas Sātans. И мы можем противостать ему. Un mēs varam stāvēt pretī viņam. Анализируя себя в первую очередь. Pirmām kārtām analizējot sevi. И помогая друг другу. Un palīdzot viens otram. И вы знаете, это только половина из того, чем я хотела поделиться. Šī tikai puse no tā, ar ko es gribēju padalīties. Был момент в моей жизни. Bija moments manā dzīvē. Когда реально дьявол настолько атаковал. Kad Sātans tik ļoti
atakovali, tā kā uzbruka, что нужно было очень четко стоять на страже. ka vajadzēja ļoti skaidri stāvēt šajā sardzē. Особенно в то время, когда Господь хочет через нас двинуться. It sevišķi tajos brīžos, kad Dievs caur mums grib iet uz priekšu. А я верю, что каждый из нас приготовлен для дела Божьего. Es ticu, ka mēs katrs esam paredzēti Dieva darbam. И смотрите, и исполняя некоторые моменты из этого урока, лично я, Un ņemot personīgi kādus šīs, ko mēs šodien klausījāmies no šīs stundas, personīgi да, es, через какие моменты я проходила, caur kādiem momentiem es esmu gājusi cauri, брала эти места Писания, ņēmu šīs rakstu vietas, говорила, может быть, я не понимаю, но я делаю, Господь, как Ты мне говоришь. un es varbūt teicu to, ka Dievs, varbūt es nesaprotu, bet es daru to, ko Tu man esi teicis. И Господь вывел из состояния вот этого обрушения, которое происходило в разуме в моем. Un Dievs izveda no šī stāvokļa, kas bija manā prātā. И просто истина стала утверждаться и утверждается, и будет утверждаться, как в каждом из нас. Un patiesība sāk tad nostiprināties un arvien vairāk nostiprināties mūsos. Аминь. Amen. В следующий раз мы двинемся дальше, сейчас помолимся. Nākamreiz mēs iesim tālāk, tagad lūksim. Дорогой Господь, Ты здесь и сейчас, и Ты рядом. Dārgais Dievs, Tu esi tagad, Tu esi klāt, Ты знаешь каждого из нас. Tu zini katru no mums, Ты знаешь все наши сильные стороны, Tu zini visas mūsu stiprās puses, и Ты знаешь все наши слабые стороны. un Tu zini visas vājās puses. И когда-то ученики приходили к Тебе и просили, Господь, научи нас молиться. Un kā Tavu mācekļi, kas nāca pie Tevis un teica, iemāc mūs lūgt, Научи сейчас нас молиться. iemāc tagad mums lūgt, Научи нас так приходить к Тебе iemāc mums tā nākt pie Tevis и научиться от Тебя, un iemācīties no Tevis. слышать голос Твой в первую очередь Pirmām kārtām dzirdēt Tavu balsi и стоять на страже себя un stāvēt sardzē par sevi и научиться от Тебя в духе быть предупрежденными, un iemācīties garā no Tevis būt brīdinātiem, чтобы не допустить, lai nepieļautu, не быть ранеными, nebūt ievainotiem, не быть пораженными, nebūt sakautiem, а ходить в победе Твоей во имя Иисуса Христа. bet staigāt Tavā uzvarā Jēzus Kristus vārdā. Аминь. Amen.